13-й международный газовый форум в Петербурге. Авторитетное событие нефтегазовой отрасли. Европейский Союз заплатил в 2023 году по отношению к 2019 году на 2,7 ВВП больше. 34 тысячи участников из 54 стран. Газ очень нужен, газ везде, и газ работает на пользу нашего человека. Обсуждают развитие индустрии в мире. Мы абсолютно удовлетворены поставками, и мы удовлетворены продолжающимся сотрудничеством между Россией и Венгрией. И в России. На начало 2024 года уровень газификации достиг 73,8%. К 2030 году стоит задача довести до 83%. В деловой программе более сотни мероприятий. Начинаем мероприятие по вводу в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программ развития газоснабжения и газификации. А еще масштабная выставка. Только по выставке в этом году рост на 20% по сравнению с прошлым годом. Новые технологии. Вместе мы изменим мир к лучшему. Наша история и наше будущее. На территории нашего Алданского промышленного кластера в Южной Якутии появится свой СПГ-завод. Оставить дрова в прошлом и перейти на газ. Мечты россиян сбываются. Все системы готовы. Разрешите дать пуск всем газопроводам во всех точках великой страны. Разрешаю. Начинайте. Вот так на полях газового форума в режиме телемоста доступ к голубому топливу получили дома, школы, предприятия и котельные сразу в 25 регионах страны. К нам по видеосвязи подключены 25 регионов нашей страны. Это Сахалинская и Амурская области, Приморский край и Республика Саха-Якутия. В Якутии это село Хатылы Чурапчинского улуса. Там построили один газораспределительный пункт и проложили около 12 километров сетей. К системе уже подключились 60 жилых домов. Еще у 160 появилась возможность перейти на газ. Работы выполнились в срок. И очень важно, что тепло приходит в наши дома. В Чурапчинском районе, наряду и в многих районах нашей республики газификация идет полным ходом. В этом году мы планируем обеспечить газ более чем 2000 домовладений, а в целом с начала программы догазификации в Якутии газифицировано более 9000 домовладений и 7300 домов уже подключено к газу. Обеспечить доступ к природному газу как можно большему числу россиян – важнейшая задача, поставленная президентом страны. Всего в России только с начала этого года построили почти 400 газопроводов. В среднем в неделю вводят по 10 новых объектов. Программа газоснабжения и газификации России реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И им поставлена задача к 2030 году обеспечить 100% технически возможную газификацию сетевым газом на территории всей нашей страны. В этом году, например, мы построим почти что 400 межпоселковых газопроводов. Практически сейчас, в четвертом квартале 2024 года, у нас на газовой карте страны появляется около 10 новых объектов газоснабжения. Это очень-очень высокие темпы. Программа социальной газификации стартовала в 2021 году и идет ударными темпами в 72 регионах страны. Она позволит обеспечить энергией большие города и маленькие села, развернуть в регионах крупные инвестпроекты. Вопросы развития внутреннего рынка газа и газификации регионов обсудили на заседании комиссии Госсовета России по направлению энергетика под руководством Айсена Николаева. Президентом Российской Федерации дано большое количество поручений по газификации, догазификации, как для населения, так и для предприятий, социальных учреждений, медицинских, образовательных организаций, по переводу транспорта на газомоторное топливо, строительству инфраструктуры потребления газа. Есть поручения по газификации
сибирских, дальневосточных, северных, южных регионов, переводу электростанций на газ, да и многое другое. Газификация – самый востребованный и самый желаемый государственный проект. Только на начало этого года уровень газификации в стране достиг почти 74%. А у нас в доме газ. Так теперь могут сказать более 224 тысяч российских семей. В этом году планируется газифицировать около 700 населенных пунктов И уже сегодня в рамках дегазификации для 1 200 000 семей в стране создана техническая возможность подключения их домов к газу. Якутия занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа и входит в топовую десятку по реализации программы социальной газификации. Сегодня в республике газифицировано 108 населенных пунктов. В планах еще 85 сел и поселков. Помимо этого реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа на Валенской и Южно-Якутской ТЭС. У нас сегодня темпы газификации как никогда высокие. Мы ежегодно идем с рекордными показателями. Якутия с ее населением 1 000 000 человек. Мы занимаем 9 место в стране в целом по темпам газификации. Уверенно держим 1 место по Дальнему Востоку. В этом году мы считаем, что еще 2000 жилых домов реально уже газ получат. Количество же газопроводов еще больше. А вот автолюбители перейти на газ не торопятся. Главный стоп-фактор – отсутствие инфраструктуры. Топливных заправок в стране мало. Не хватает хранилищ и станций. Поддать газу, по мнению Минэнерго, водители смогут к 2035 году. Все впереди. В базовом сценарии мы видим к 1935 году объем потребления метана на транспорте в районе 10,7 миллиардов кубов, а в целевом 15,4. При этом основную часть, большую долю существенно начинает занимать именно СПГ. Надеемся, в этом году ее примем, и это будет толчок к развитию рынка газомоторного топлива. Газомоторное топливо дешевле метана или дизеля в 2-3 раза. Оно может снизить транспортно-логистические расходы, а еще сократить влияние на экологию. На газовом форуме Айсен Николаев также провел встречу с Сергеем Комиссаровым, гендиректором «Газпром» газомоторное топливо. Обсуждали развитие сферы и меры поддержки отрасли. Айсен Сергеевич, очень приятно видеть вас на нашем стенде. Еще один итог работы на газовом форуме – трехстороннее инвестиционное соглашение по геологоразведке 2 лицензионных участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Они располагаются на территории Сунтарского, Алёкминского и Ленского районов республики. Соглашение подписано между компаниями «Алросагаз», «Сахатранснефтегаз» и ГТК «Ленагаз». Алросагаз входит учредителем в Улугурнефтегаз совместно с Сахатранснефтегазом. И у нас сформируется уставный капитал в объеме 940 миллионов рублей, которые будут направлены на геологоразведку. И надо отметить, что основное финансирование будет идти со стороны Алроса. И в будущем, если геологоразведка подтвердит запасы, мы совместно будем добывать нефть или газ, потому что предпосылки по обоим участкам, они как и по нефти, так и по газу. Благодаря строительству участка Кавыкта-Чаянда в Якутии газ придет в села Ленского и Алёкминского районов, где проживает почти 8 тысяч якутян. В совместную программу газификации республики 25-30 годы войдут еще 7 населенных пунктов нашей республики. Это в Ленском районе Пеледуй, Витим. Я прямо с радостью это говорю, потому что понимаю боль людей, которые там живут. Это Талон, это Инялы, это Ортанахра, это Чамча и еще одно село в Алёкминском районе Дапарай. Газ в нашей жизни присутствует в виде электричества, оборудования и даже одежду, которую мы носим, и там тоже газ присутствует в том или ином виде. А еще газ строит новые контуры миропорядка. Энергетическое самоубийство Европы. Несмотря на внешние вызовы, Венгрия продолжает покупать российский газ.
нам не поступают более выгодные предложения по сравнению с российскими компаниями. Никто не подошел к нам и сказал, вот вам более дешевый газ или более надежный источник газа. Поэтому у меня возникает вопрос, зачем что-то менять? Без российского газа промышленное производство в Европе упало до минимума за 10 лет, в то время как спрос на наше топливо в Южной и в Центральной Азии только растет. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург.